От цветного лома до готовой продукции. Большой и сложный путь преодолело производство в регионе алюминиевых профилей. Завод «РИАК» – первое предприятие в округе, которое заняло эту промышленную нишу. На сегодня завод производит около 1000 видов готовой продукции. Начинают свой путь алюминиевые изделия от болванки. Она под воздействием больших температур этой установки становится пластичной. А после под большим давлением, проходя через специальные матрицы, приобретает итоговую форму. Под давлением, под высоким, разогретая заготовка до пластичности продавливается через прессовый инструмент. Соответственно, после продавливания через прессовый инструмент получается профиль определенной конфигурации, заданной нашим заказчикам. Первая линия была введена в эксплуатацию в 2012 году, вторая в 2018. На сегодня здесь работает и третья. Завод работает в 3 смены. Здесь создано около 200 рабочих мест. За 10 лет предприятие из небольшого цеха на заводе «Вилс» в Назрани стало одним из самых крупных промышленных игроков республики. Заказчики у предприятия разные. Основное производство – это профили для светопропускающих, ограждающих конструкций. Окна, двери, витражи. Также у нас производятся профили, которые применяются в авиастроении, применяются в мебельной промышленности, машиностроении. Объемы у нас, месячный объем производительность где-то порядка 800 тонн, 800-820 тонн. В год получается где-то порядка 9-9,5 тысяч тонн. Производим профили только по заказу, в тех объемах, которые заказывает у нас потребитель. Продукция завода соответствует всем требованиям ГОСТа. Производство не зависит от иностранных рабочих. На предприятии есть свои бригады, которые не только следят за ходом производства, но и могут вносить необходимые корректировки в работе оборудования, заменять расходники, изменять, настраивать линии соответственно заказу. Преимуществом профиля «РИАК» являются жесткость и прочность, легкость монтажа, точность размеров, устойчивость к окислению и коррозии. Последнее достигается за счет современного покрасочного оборудования. Это дает нам повышение коррозионной стойкости и степень прилипания краски к профилю. Соответственно, порошковая покраска, она, скажем так, долговечная, то есть срок ее службы исчисляется годами. Очень технически важный и сложный процесс. Для того, чтобы краска попадала на профиль, у нас профиль должен быть заземлен. То есть, если у нас не будет очень хорошего заземления и контакта профиля с подвесами, на которых красится профиль, соответственно, краска прилипать не будет. Краска заряжается у нас специальным оборудованием, которое установлено на линии. И, соответственно, исходя из этого, таким образом происходит процесс покраски. Плюс на 0, либо минус на 0. Шум оборудования на заводе не смолкает ни на минуту. Производство здесь круглосуточное. На предприятии в 2 смены работают представители разных национальностей. Это операторы линий, фасовщики, грузчики и другие. Нужно отметить, что производство на предприятии безотходное. То есть каждое выбракованное изделие или лишний кусок, как этот, пойдут на перетопку. Завод «РИАК», как и прежде, продолжает поставлять свою продукцию в различные субъекты России и в страны ближнего зарубежья. Эта готовая партия ждет отправки. Заказчики – Москва, Санкт-Петербург, Набережные Челны. Значительно улучшилось положение дела у предприятия после того, как открылся второй завод. На запущенном в 2021 году «РИАЛе» производят сырье для будущих алюминиевых изделий. Уже 2 года завод не закупает эти столбы. Так называются заготовки, а делает их сам. Процесс производства сырья для будущих алюминиевых изделий начинается в этом ангаре. Сюда доставляется цветной лом. Что только не идет на переплавку. В этих прессованных кубиках демонтированные провода линий электропередач, банки из-под напитков, запчасти машин доставляют лом из самых разных уголков страны. Очень много направлений, очень много поставщиков. Поэтому озвучивать их, это очень большой список. Можно даже сказать, все наши клиенты, кто покупает и у нас профиль, на нашем заводе, тут же и пользуются услугой нашей. И привозят нам свои отходы, свой лом.
Плавление столбов начинается в этой газовой печи китайского производства. При температуре более 700 градусов твердые изделия цветного лома приобретают жидкую форму. После все это направляется в своеобразный миксер, где уже полностью перемешивается. Там же, добавляя различные добавки, формируется окончательно необходимый состав металла. Здесь металл подготавливается к сливу по своим функциям технологическим. Берется анализ, мы проверяем состав сплава по меди, по железу. Если все по технологической карте, далее с этого миксера идет металл на слив. После открытия этого завода РИАК может гарантировать качество своей продукции с большей уверенностью, чем раньше, когда сырье закупалось со стороны. После запуска завода, опять же, плюс это рабочие места. Второе, мы обеспечили себя сырьем. И не только себя, также мы на сегодняшний день отгружаем сырье для других компаний. Это сроки исполнения заказов. Каждый человек, каждый специалист, который работает в этом цеху, понимает, что эту продукцию мы делаем для себя. Вот возьмем на сегодняшний день, месяц август, у нас запланирована плановая производительность, это 1100 тонн в месяц. Да, и я думаю, мы эти цифры выполним. В ближайшее время производство сырья планируется увеличить. Уже подготовлены площадки под 2 литейных цеха. Представители завода ожидают, что тем самым они смогут производить на 60% больше. Муслим Ганиев, Алисхан Говорожев. Новости 24.